Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вновь находимся на выставке Федот Сычков «Певец радости». И сегодня мы с вами поговорим о национальном костюме. Национальный костюм и национальная тема в целом волновала художника. Эта тема активно стала развиваться в творчестве Федота Сычкова в конце 30-х годов. Во многом это связано с тем, что в нашей республике был создан союз художников, стали организовываться выставки, и Федот Сычков, как активный участник этих выставок, получает заслуженную награду «Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР». Но сказать о том, что именно после этих событий стала появляться национальная тема в его творческой биографии, было бы абсолютно неверно. Дело в том, что он как настоящий мастер, как настоящий художник долго и глубоко погружался в эту тему. Об этом свидетельствует и собранный им материал еще в начале 30-х годов, и эскизы, рисунки, которые сохранились в нашем архиве. К этой теме он обращался, но так активно и так содержательно стал работать с конца 30-х годов. Одна из самых известнейших его работ – это «Учительница Мордовка» 1937 года. На этом полотне художник показывает образ мордовской интеллигенции и затрагивает очень важные темы. Показывает яркий колорит национального костюма и в то же время обращает внимание на содержательную часть. Говорит о том, как важно повышать культурный уровень простых людей, как важно получать образование в мордовской глубинке. Известно, что героиней этого произведения стала Софья Павловна Рябова, представитель мордовской интеллигенции, педагог по образованию. Она сама была по происхождению мордовка, ирзянка, из интеллигентной семьи. Она и члены ее семьи внесли значительный вклад в развитие отечественной науки, образования и сохранения национальной культуры. Не случайно именно она становится героиней произведения Федота Сычкова «Учительница Мордовка». На выставке мы показываем национальный костюм Мордвы Эльзы, восточной группы. Этот костюм мы можем увидеть в витрине, и комплекс включает следующие элементы: нательная рубаха панар, набедренные украшения пулай, фартук с рукавами рукават и еще один элемент, тоже фартук, икельге патя. Надо сказать о том, что в начале 20-х годов произошли серьезные изменения в национальном костюме. И на полотнах художника мы это можем увидеть. В частности, появляется в традиционном рязанском костюме такой элемент, как фартук с рукавами. И вот этот элемент национального костюма Федот Васильевич Сычков часто показывает на своих произведениях. Также меняется головной убор. Мы здесь видим тоже головной убор нового типа косинка. Тоже он входит в национальный костюм в начале 20 века. Федот Васильевич Сычков живо интересовался национальной темой. Национальный костюм был объектом пристального его внимания. В своих письмах другу-художнику он писал: «С Мордвой я связан крепко и пожизненно». Эта тема его увлекла, и он одушевленно и, в общем-то, с большим энтузиазмом погрузился в эту тему и рассказывал о национальном колорите на своих произведениях. Вот, в частности, одна из его известнейших работ конца 30-х годов, панно «Праздник урожая», также раскрывает эту тему. Федот Васильевич Сычков, как настоящий мастер, детально погружался в тему. Для него важно было показать не только внешнюю форму, не только колорит, не только выразительные формы национального костюма, но и он наблюдал за женщинами-мордовками, как они двигаются, как они носят национальный костюм, и все это умело передавал в своих произведениях. Перед нами этюд для панно «Праздник урожая», Мордовка.
мы видим яркий, колоритный национальный образ. Мордовка одета в национальную одежду. Здесь мы видим фартук с рукавами, рукават, фартук традиционный и кельгепати, набедренные украшения пулай. И чувствуем мощь и величие этой мордовской красавицы, ее движение, ее взгляд, ее поза. Все это выражает монументальность и мощь народной души. Художник это чувствовал, понимал и полностью раскрывал в своих произведениях. На выставке также представлен национальный костюм мордвы Мокши южной группы. Как известно, Федот Васильевич Сычков родился в селе Кочелаево Наровчатовского уезда Пензенской губернии. После образования в 30-х годах Мордовской АССР село Кочелаево стало иметь другое административное деление. Это Ковылкинский район Мордовской АССР. Рядом с Кочелаевым есть много макшанских сел. И, конечно, Федот Васильевич Сычков очень часто видел макшанок в национальных костюмах. Это его впечатляло, это его вдохновляло как художника. И в скором времени на его полотнах появятся образы макшанок близ лежащих сел. Одной из первых таких работ является произведение «Трактористки Мордовки» 1938 года. Известна легенда об этом произведении. Это полотно у нас находится в постоянной экспозиции, и, как гласит легенда, две молодые девушки пришли к художнику и рассказали ему о том, что они являются первыми девушками-трактористками, поэтому он непременно должен написать их портреты. Художник послушал и действительно прислушался к пожеланиям молодых красивых девушек и написал их портрет. На этом полотне мы видим полностью, как детально и хорошо прописан национальный костюм. Национальная рубаха панар, верхний фартук с рукавами сапоня, национальное украшение байра ванькарганя, головной убор с таким элементом, с деталью ашкаркс. Все это художник прописывает очень подробно и детально. Это говорит о том, что девушки действительно пришли в дом к художнику в своих лучших нарядах, именно в том костюме, который был характерен для конкретной локальной группы. На нашей выставке представлен костюм мордвы Мокши южной группы. И тот же комплекс мы здесь видим. По традиции макшанки одевали на себя по несколько рубах, от 3 и более. В данном случае мы видим 3 рубахи панар, фартук с рукавами сапоня, нагрудное украшение роскошное такое из бисера байра ванькарганя, бусы карганят и вот этот головной убор, характерный для данной группы. Головной убор, элемент головного убора называется ашкаркс. Надо сказать о том, что национальный костюм, он свидетельствует о многом. Вызывает не только чувство радости, яркие эмоции, но и несет в себе много другой дополнительной информации. Ну, во-первых, по внешнему виду можно было легко понять, из какой деревни девушка. То есть локальные характеристики, они были четко обозначены в костюме, потому что в каждой отдельно взятой деревне были свои особенности, даже в одной, например, южной группе. Далее костюм свидетельствовал о семейном положении ее обладательницы. Незамужняя девушка, молодуха или женщина в возрасте, все это можно было понять по национальному костюму. В данном случае представлен женский костюм молодухи. Это все-таки первый год замужества, о чем свидетельствует и яркий колорит, и большое количество украшений, которыми дополнен костюм. И весь этот колорит и национальная самобытность, оно представлено в этом костюме. Далее надо сказать о том, что костюм также является такой ниточкой и связывает нынешнее поколение со своими предками. В костюме мордвы Мокши много архаичных элементов. В
В частности, это крой рубахи. Если более детально рассмотреть, то мы видим, что подобный крой был и у русской рубахи, и у марийцев, и у мордвы Мукши, и мужская одежда мордвы Эльзы также имела подобный крой. Причем это сохраняется на протяжении нескольких веков. Положение вышивки на рубахе было традиционным. Орнаментальные мотивы представляют собой геометрический узор. Это повторяющиеся ромбы, круги, квадраты. Казалось бы, замысловатый узор, но в этих повторяющихся элементах много смысла и много содержания. Дело в том, что в глубокой древности вышивка возникает как первый способ передачи информации. То есть с помощью вот этих орнаментальных мотивов, узоров люди рассказывали о себе. Поэтому многие исследователи говорят о том, что в мордовской вышивке сохранились именно вот те древние архаичные черты, их связь с их образом жизни. Это охота, рыболовство, это земледелие. Все эти знаки, элементы, они сохраняются в орнаменте и передается таким образом информация. Причем удивительным образом все эти элементы сохраняются вплоть до начала XX века. Мордовский костюм – это удивительное явление культурной жизни нашего народа. Это и представление о красоте, это и мировоззрение народа, это те этические принципы, эстетические идеалы, которые формировались на протяжении многих-многих веков. И удивительно, что оно сохраняется. И, конечно, Федот Васильевич Сычков, как настоящий художник, чувствовал эту народную красоту и умел о ней рассказать и передать в своих произведениях.